Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Плюснин. Я являюсь преподавателем, доцентом кафедры экологии и геологии Сыктывкарского государственного университета. Работаю в Институте естественных наук. Свою лекцию я хотел бы посвятить вопросу климатических изменений в нашем северном регионе, а также в том регионе, который находится ближе к полярным областям, а именно в Арктике и Субарктике. К этому региону приковано внимание всех экологов, биологов, в первую очередь по двум причинам. Во-первых, есть определенный коммерческий, так скажем, меркантильный интерес к этому региону в связи с тем, что таяние полярных шапок, ну и увеличение средних температур на нашей планете, которое мы наблюдаем в последнее время, открывает, с одной стороны, некоторые дополнительные, так скажем, коммерческие возможности, да, для того, чтобы активизировать торговлю, потому что открывается Северный морской путь, появляется доступ к полезным ископаемым, которые находятся по берегам Северного Ледовитого океана и в шельфе. Но, с другой стороны, та скорость изменений, которые охватывают арктические экосистемы, она вызывает определенную тревогу. И в связи с наблюдаемыми изменениями возникает вопрос и опасения, чем это нам, собственно, грозит, те быстрые изменения, которые мы наблюдаем. Ну и в целом свою лекцию о том, насколько чуткой является Субарктика, я хотел бы посвятить наблюдаемым климатическим изменениям, которые происходят в экосистеме региональной нашего региона, и как эти изменения могут повлиять потенциально на биологическое разнообразие и экологическую ситуацию в нашем регионе. И, с другой стороны, как та хозяйственная деятельность, которую мы ведем и которая намечается в ближайшее время, могут в целом повлиять на процессы изменения, перестройки экосистем. Ну, те, кто более или менее хорошо знаком с географией, представляют себе, что такое Арктика и Субарктика. Арктический регион охватывает область Северного Ледовитого океана с прилегающими побережьями Евразии и Северной Америки. Кроме того, отличительной особенностью Арктики является наличие крупных островов, но в частности Гренландия — крупнейший остров на планете Земля. Его особенность состоит в том, что он обладает вторым по величине после Антарктиды ледником, да, ледовой шапкой. Ну и кроме того, полярные льды также играют такую глобальную климатообразующую роль, которые у нас сосредоточены в регионе Северного полюса. Другие крупные острова — это, например, Исландия, которая также хорошо известна многочисленными вулканами, которые там действуют. И, кроме того, в морях Северного Ледовитого океана большое количество архипелагов, одиночных островов. Ну, вот ближайшие к нам крупные архипелаги, которые находятся в Баренцевом море, омываются морями Баренцева моря, это Новая Земля, земля Франца Иосифа и Шпицберген. Ключевой фактор, который управляет климатом и экосистемами полярных регионов, ну, вот, в том числе и в Арктике, в Антарктике, это, во-первых, количество солнечной радиации, которая поступает на поверхность, температура, температурный режим, да, который формируется в нашем регионе. Ну, вот, собственно, эти факторы определяют и распределение природных зон, распределение растительности, характер почвообразования на суше.
Ну, мы к Арктике можем отнести территории, где средние температуры июля составляют порядка 0 градусов, ну, не более 5 градусов. Все, что находится южнее, мы скорее отнесем к субарктике. Соответственно, в Арктике характерный тип ландшафтов — это арктические пустыни и арктические тундры. То, что мы имеем на большей части континента, это все-таки субарктика, где формируются кустарниковые тундры и лесотундры, а также редколесье. Ну, поэтому стоит отличать друг от друга эти регионы. Вот, например, Воркута, Воркутинский район, Интинский район — это у нас скорее субарктика, чем Арктика, хотя по формальным, так скажем, причинам Воркута, ну, является одним из таких форпостов арктического региона, да, в европейской России. Точно так же, там, например, Мурманск — это скорее по своим климатическим условиям субарктика, а Арктика — это острова в основном. Республика Коми своей небольшой частью заходит в субарктическую зону. Ну, вот я уже упомянул о Воркуте, Воркутинском районе, Интинском районе. Также мы можем отнести и другие северные районы. Усть-Цилимский, Ижемский, Усинский районы также у нас могут быть отнесены к субарктике. Полностью к субарктике относится Ненецкий автономный округ, Мурманская область. Но также отчасти мы можем к этому региону отнести некоторые, так скажем, часть Республики Карелия. Ну, понятно, что самую северную Архангельскую область. В целом к Баренцевому сектору арктического региона у нас относятся 4 страны. Ну, вот, помимо российских республик и губерний, которые я указал, туда также относится часть Финляндии, Швеции, ну и значительная часть Норвегии. Климат Баренц-региона во многом сформирован благодаря деятельности морских течений. Следует иметь в виду, что определенное смягчающее действие на климатические условия оказывают теплые течения, которые идут с Атлантического моря. Это течение Гольфстрим, которое несет теплые воды, ну и сопутствующие им влажные и более-менее теплые воздушные массы. Теплые течения, идущие с Атлантики, они смягчают климат и, наоборот, могут, так скажем, сюда приходить и с полярных областей воздушные массы, с востока, с Карского моря, которые, соответственно, сопровождаются холодными течениями. Ну и если мы посмотрим на то, как распределены средние годовые температуры и влажность в нашем регионе, в Баренц-регионе, то мы увидим, что в целом западная часть, она имеет более теплый и влажный климат, нежели восточная часть. Ну и, соответственно, погодные условия, которые формируются в разных областях, они, ну, по сути, складываются благодаря противоборству вот этих вот, с одной стороны, воздушных масс, которые, теплых, влажных воздушных масс, которые приходят с Атлантического океана, а с другой стороны, с Карского моря порой приходят холодные воздушные массы и портят, так скажем, нам погоду, да, в нашем бытовом смысле. Соответственно, лесная зона заходит в нашем регионе достаточно далеко на север. Этому во многом способствуют и крупные реки. Вот если посмотреть на то, насколько далеко лесные сообщества, ну, лесоподобные сообщества продвигаются, то практически они по Печоре продвигаются чуть ли не вплоть до Нарьян-Мара. Да? Если вы были
Нарьян-Маре или живете, то подтвердите, что вполне себе там присутствуют лесные сообщества наряду с тундрами. Ну, большая часть водоразделов, конечно, в нашем регионе, она охвачена тундрами в северной части и на побережье. И типичную картину смены природных зон по мере того, как мы продвигаемся с севера на юг, мы наблюдаем тундры, лесотундра, крайне северная тайга, северная тайга. Ну, вот Сыктывкар у нас находится в подзоне средней тайги. И наоборот, если мы посмотрим на Уральский хребет, то тундровые экосистемы продвигаются, наоборот, достаточно глубоко и далеко на юг. Ну, по большей части, конечно, они приурочены к возвышенным участкам ландшафта. Фрагменты горных тундр простираются даже вплоть до Южного Урала. Да? Мы можем на самых высоких вершинах горно-тундровые сообщества увидеть. И, соответственно, на Урале у нас также наблюдается закономерная смена растительных сообществ. Это явление высотной поясности, которое мы можем наблюдать, ну, например, в национальном парке Юга-2, да, когда совершаем туристический маршрут, продвигаясь, так скажем, с подножия гор, где у нас таежные экосистемы, через пояс редколесий, кустарниковых тундр, кустарничковых горных тундр и гольцов, которые по структуре растительности, ну, напоминают, так скажем, пустыни, да, арктические пустыни. Ну и соответствующий состав растительных сообществ и животных, да, тоже у нас формируется на Урале. Похожую картину мы имеем дело и в Хибинах, и в горах Скандинавии. Там тоже горные экосистемы вносят определенные коррективы, да, в такое типичное широтное распределение сообществ. Еще один фактор, который определяет характер растительности, особенности экосистем, свойственные арктическим и субарктическим экосистемам, это наличие многолетних мерзлых пород. Ну, на самом деле, вот в нашем Баренцевом регионе, на континенте, во всяком случае, не настолько широка, как вы видите, полоса многолетних мерзлых пород, полоса вечной мерзлоты. Хотя Воркута, например, туда относится. А в Сибири, на Дальнем Востоке и в Северной Америке зона вечной мерзлоты простирается достаточно далеко. Ну вот, собственно, многие из тех климатических, из последствий климатических изменений, на которые стоит обратить внимание, они связаны с тем, что с потеплением климата вечная мерзлота, ну, исчезает потихоньку. Да? Более длительными становятся периоды протайки, глубже протаивает вечная мерзлота. Ну, по сути, одним из последствий таких процессов может быть заболачивание территории, постепенное замещение болотными экосистемами, тундровых экосистем, усиливающиеся процессы эрозии, ну, сглаживания рельефа. Ну и, соответственно, те виды живых организмов, которые выигрывают от этих процессов, они будут постепенно внедряться в северные экосистемы, а типичные для арктических пустынь и тундр виды, наоборот, будут попадать в невыгодные условия для существования и будут постепенно исчезать и вымирать. Соответственно, все эти процессы, они накладывают и на экономическое развитие региона определенные сложности, потому что получается, что нужно более тщательно следить, например, за состоянием трубопроводов, которые ну, несут нефть. Естественно, что вот эти все процессы перестройки вечной мерзлоты, они имеют своим следствием перестройку рельефа, а значит, прежнее, так скажем, строение
там, трубопроводов, дорог, зданий, оно может в какой-то момент перестать соответствовать тем геоморфологическим особенностям территории, где они находятся. Могут оползни возникать, просадки грунта, но это, соответственно, приводит к тому, что там дороги портятся, трубопроводы ломаются, и нефтеразливы происходят. Ну и здания постепенно разрушаются, это, соответственно, требует все эти процессы мониторинга, восстановления и воссоздания, отслеживания, да, всех тех негативных процессов, которые может сопровождаться деградация вечной мерзлоты и перестройка рельефа в Арктике. Так, ну, помимо таких глобальных климатических процессов, которые создают фон изменений в целом в регионе, мы также имеем дело и с локальными, с региональными процессами. Ну, например, имеет большое значение концентрация производственных сил в тех или иных регионах, концентрация промышленных территорий, городских территорий. Но очевидно, что в Западной Сибири, в европейском регионе, конечно же, степень индустриального развития, заселенность гораздо выше, чем в Сибири, на Дальнем Востоке. Ну или вот если взять, например, канадское северное побережье. Транспортные пути в арктическом регионе в основном связаны с развитием морского транспорта и с авиацией. Что касается железных дорог, то ну, какие-то ветки заходят достаточно далеко на север. Вот Аляска, например, да, у нас такой развитый регион. Понятное дело, что в Скандинавии, на Кольском полуострове, ну, даже в республике Коми мы не можем считать, что у нас сеть достаточно разветвленная. То есть вот это одна ветка, которая идет до Воркуты и Хальмирью, и ее ответвление до города Лабытнанги в Ямало-Ненецком округе. Конечно, слабое развитие транспортной инфраструктуры, оно значительно сдерживает экономическое развитие северного региона и делает его, ну, не столь привлекательным, на что мы очень часто сетуем, да, что отсюда люди там уезжают. Но на самом деле, благодаря тому, что климат, видимо, станет в этом регионе помягче, строятся планы и по развитию транспортной инфраструктуры, и по развитию, ну, морского движения вдоль побережья Северной Евразии. Соответственно, по крайней мере, коммерческий потенциал очень большой, и много надежд возлагается на то, что транспортных путей в Арктике станет больше, и таким образом появится возможность, ну, скажем, в Тихоокеанский регион путешествовать за гораздо более короткое время, ну, транспортным судам, и открывает определенные возможности и для туризма. Да? Соответственно, благодаря более мягкому климату, который, по всей видимости, будет уже в этом столетии в арктическом регионе, появится возможность людям, не только исследователям или искателям приключений, но и достаточно широкому кругу людей, которые готовы, ну, пренебречь определенным комфортом, отправляться в северные регионы в путешествия, знакомиться с природой необычной, да, на наш взгляд, с интересными ландшафтами, которые открываются, живые организмы увидеть своими глазами, морские путешествия. В общем, большие надежды возлагаются на туризм, который, в принципе, в субарктике может быть организован. Ну, если мы посмотрим на экономические особенности субарктического региона, то во многом это производство минерального сырья, добыча каменного угля, цветных металлов, ну, вот Норильский никель, да, например, у нас в Красноярском крае, и металлургия.
металлургия развита в Скандинавии и на Кольском полуострове. Ну, соответственно, у нас в Республике Коми, как вы знаете, добыча апатитов, добыча каменного угля, природного газа и нефти являются ключевыми отраслями, от которых во многом зависит состояние экономики. Но, с другой стороны, наличие вот этих вот отраслей промышленности, оно создает определенные проблемы в регионе. Вот, например, здесь показана карта загрязнения окружающей среды так называемым черным углеродом. Да, то, что у нас продукты, так скажем, побочные, образующиеся в результате добычи каменного угля, добычи и разливов нефти и так далее. Видно, что Ненецкий автономный округ и север Республики Коми относятся, ну, в общем-то, к таким грязным регионам. Это, соответственно, перед нами ставит задачу о том, чтобы эту проблему решить. Республика Коми, ну, имеет определенную, ну, дурную славу в этом отношении в связи с аварией, которая произошла в 1994 году в Усинском районе. Ну и часто мы видим сообщения, да, о том, что там происходят те или иные разливы нефти. Это, конечно, накладывает ответственность на нефтяные компании, чтобы они вовремя отслеживали возможные поломку трубопроводов и не допускали бы разливов нефти, проявляли бы осторожность. Ну, вот здесь тоже, как вы видите, в Западной Сибири нефтяная отрасль является одной из таких ключевых, и, соответственно, тоже этот регион показан как относительно грязный. Теперь давайте поговорим о том, как у нас, какие факторы повлияют, по всей видимости, в ближайшее время на развитие арктического региона и на те изменения в экосистемах, на которые следует обратить внимание. Много внимания сейчас уделяется, особенно благодаря действиям экоактивистов, движения Fridays for Future, вопросам парникового эффекта и связанных с этим изменений. Да, если мы посмотрим на то, что у нас творится в настоящее время в Арктике, то мы увидим, что, ну, во-первых, количество льда и снега, да, уменьшается из года в год. Вот здесь показан график, как меняется площадь занятых льдами территорий. Ну, с одной стороны, это, как уже было сказано, определенный плюс дает, да, потому что открывает Северный морской путь. Но, с другой стороны, вспоминаем, какую функцию в биосфере играет вот эта полярная шапка. Благодаря ей у нас происходит кондиционирование климата, и это одна из движущих сил морских течений, которые работают на нашей планете. Охлажденная вода опускается ближе к дну океана. Это вот, собственно, тот механизм, который обеспечивает запуск морских течений. Теплый Гольфстрим несет воды по поверхности океана в сторону Северного Ледовитого океана. Воды охлаждаются, опускаются вниз, и придонные течения формируются, которые несут воду обратно. Ну, вот это вот один из примеров. Да, соответственно, в южном полушарии тоже похожий механизм благодаря ледовой шапке, которая сформирована в Антарктиде, льдам, которые в Антарктиде работают. Там тоже вот этот механизм работает. Соответственно, получается, что менее эффективно будет, наверное, да, у нас работать этот механизм кондиционирования, охлаждения, во-первых, воздуха, а во-вторых, вод, которые циркулируют в нашем океане. Пугающая тенденция, ну, в целом мы видим по многим показателям, видим, как неуклонно растет в последние годы концентрация углекислого газа в атмосфере, что у нас температура, ну, фактически неуклонно, начиная с 70-х годов, растет. Она не колеблется, как должна была бы колебаться
в нормальном режиме. А начиная с 80-х годов, видимо, был перейден тот предел, когда климатическая система могла, ну, так скажем, функционировать в нормальном состоянии. И каким последствиям приводит поломка вот этих механизмов? Мы видим быстрое таяние льдов как на Северном Ледовитом океане, так скажем, те льды, которые покрывают поверхность океана, так и ледники, ледовые шапки, ну, фактически по всему миру. Ну, в частности, мы видим, насколько неуклонно у нас происходит потеря массы льда в Гренландии. Там похожая картина в Антарктиде, в южном полушарии. Каким последствиям ведет таяние льда? Ну и, соответственно, вода куда-то должна деваться, уровень океана повышается. За последние 30 лет практически на метр увеличился уровень океана. Ну, соответственно, определенные сложности, проблемы это создает для приморских городов, да, потому что приходится больше усилий предпринимать, чтобы не было наводнений, чтобы не разрушались береговыми процессами там, инфраструктура городов, которые находятся на побережье. И прогнозируемые изменения температуры в Арктике, субарктике, они еще более драматичны. Если мы сравним с другими регионами, то кажется, что наиболее быстрые изменения как раз у нас произойдут в нашем полярном регионе. Вот здесь вот показано, насколько уменьшится площадь полярных льдов. Ну и, соответственно, эти изменения коснутся и нашего Баренц-региона. Температура в целом повысится, причем чем севернее, тем более выраженными эти изменения будут. А вот количество осадков может уменьшиться, да, то есть климат станет более сухим. Это создает предпосылки, например, для того, чтобы более частые пожары возникали. Температура океана увеличится. И это несомненно приведет к тому, что произойдет перестройка водных экосистем. Вот на этой диаграмме показано, как изменилась структура вылова рыбы. Ну, по сути, показывает эта диаграмма, как поменялась структура сообществ рыбных. Видим, что в целом на большинстве показателях негативно наблюдаемые изменения сказываются. Биомасса зоопланктона в целом уменьшается. Ну, каковы причины этого? Живые организмы не могут настолько быстро приспосабливаться к изменениям, которые производим в том числе и мы, да, благодаря деятельности. Ну, естественно, что им необходимо время для того, чтобы адаптироваться, для того, чтобы в популяциях какие-то микроэволюционные процессы произошли, чтобы виды притерлись друг к другу. И обычно быстрые изменения в экосистемах приводят к тому, что экосистемы упрощаются и радикально, так скажем, меняют свой вид. Температура поверхности моря увеличится по разным моделям, как мы видим. Ну и, соответственно, количество льда и толщина льда также предположительно уменьшится. Подобные процессы мы видим и по другим индикаторам. Увеличивается температура многолетних мерзлых пород, уменьшается в большинстве случаев величина ледников. И теперь давайте обратимся скорее не к географическим вопросам, а к биологическим и к экологическим аспектам наблюдаемых изменений. Как, вообще говоря, эти изменения они повлияют на живых организмов? Ну, экосистему в целом можно рассматривать как такую машину, систему, в которой одновременно действуют факторы неживой природы, а биотические факторы, такие как осадки, снег, ледники, многолетние мерзлые породы, да, когда мы имеем дело с
арктическими экосистемами это действительно имеет смысл, поверхностные воды. С другой стороны, разнообразные функции выполняют и живые организмы, в том числе и человек со своей деятельностью. Благодаря взаимодействию экотопа, абиотических факторов и биоценоза, сообщества живых организмов, у нас происходят, работают различные биогеохимические круговороты. Круговорот воды, круговорот углерода происходит. Какие-то газы, такие как метан, углекислый газ, попадают в атмосферу. Растительность, наоборот, может поглощать углекислый газ и воду и генерировать кислород. Похожие циклы у нас охватывают и азот. В общем, понятно, что любые изменения, которые в каждом из этих звеньев произойдут, они поменяют в целом структуру экосистем. В Арктике есть свои специфические факторы, которые влияют локально, такие как рыболовство, в целом промысел водных организмов, морской транспорт или добыча, производство нефти и газа, так и общеклиматические изменения, которые охватывают. Разнообразные формы воздействия на окружающую среду в целом ведут к изменению природных экосистем. И из-за того, что не поспевают микроэволюционные процессы за теми драматическими изменениями, которые производит человек, в целом это ведет к уменьшению биологического разнообразия экосистем. На данном слайде показана карта, насколько увеличится доля, и степень изменения субарктических экосистем в ближайшее, предположительно, полвека. Понятное дело, что в нашем Баренцевом регионе, в Скандинавии, это наиболее выраженный эффект будет, но в принципе и другие части субарктики также будут охвачены и промышленным развитием, как предполагается, а следовательно и разнообразными формами воздействия на окружающую среду. И экологи посчитали, насколько может уменьшиться биологическое разнообразие. Вот эти белесые пятна — это как раз очаги, где, по всей видимости, у нас будут происходить наиболее быстрые изменения экосистем. С другой стороны, благодаря увеличению температур, благодаря более теплому климату, продуктивность экосистем вырастет. Это количество хлорофилла, количество зеленой массы, которая у нас будет производиться экосистемами. На проблему экологических изменений следует взглянуть с другой точки зрения. Выделено большое количество особо охраняемых природных территорий в Арктике и субарктике, и, соответственно, их существование тоже оказывается под угрозой. В частности, на Баренцевом море мы можем выделить 10 таких ключевых территорий, на которые следует обратить внимание. Это места гнездования птиц, места кормления млекопитающих морских, национальный парк Русская Арктика, например, на Новой Земле, у нас находится. Фактически большое количество особо охраняемых природных территорий у нас присутствует в качестве памятников природы, охраняемых территорий в Арктике. Понятное дело, что основными очагами антропогенных изменений у нас будут места промышленного развития, развития нефтедобычи и добыча природного газа. Соответственно, компании, которые осуществляют добычу минеральных ресурсов, топливно-энергетических ресурсов, на них возлагается ответственность на то, чтобы уменьшить свое воздействие на окружающую среду, уменьшить влияние этих негативных факторов, о которых я говорю. И действительно, наш Баренц-регион оказывается и с точки зрения биологического разнообразия наиболее уязвимым. Здесь мы видим сравнение численности популяции, например, хищников. Понятное дело, что в нетронутых областях
и популяции менее уязвимы, чем в Баренцевом регионе. Здесь приводятся в примеры волчьи, белый медведь, морские млекопитающие. Ну, что касается северного оленя, даже популяции северного оленя претерпевают фрагментацию. Хотя, казалось бы, мы как бы специально, да, выращиваем это животное. Тем не менее, даже у северных оленей мы наблюдаем в целом снижение численности популяции. Тем более, если мы говорим о таких уязвимых видах, например, как птицы морские. Ну и что касается растительного покрова, да, то он тоже подвергнется изменениям. Тундровые экосистемы являются очень уязвимыми, такими тонко настроенными. Особенностью тундровых экосистем и экосистем полярных пустынь является большая, так скажем, роль лишайников, мхов и изящных маленьких тундровых сосудистых растений, которые участвуют в формировании растительного покрова. Конечно, растительный покров в субарктике имеет такой очень мозаичный характер, во многом зависит от микроусловий, от особенностей грунтов, особенностей экотопов. Что произойдет с ними, когда все эти изменения произойдут? Деградация вечной мерзлоты, потопление территорий. Ну, большую роль начнут играть вот такие вот сообщества, да, травянистые сообщества с большим участием там, злаков, осок. А исконные тундровые экосистемы, которые составляют в том числе и олени пастбища, где традиционно эти виды, ну, вот, северные олени живут и связанные с ним виды, они будут постепенно исчезать. Итак, перейдем к некоторым итогам, да, к чему, по всей видимости, приведут наблюдаемые климатические изменения в Арктике. Что касается растительного покрова, то мы в целом можем ожидать продвижения на север границы леса и таежной растительности, также луговых сообществ, связанных с пойменными местообитаниями. Марши — это галофитные луга, которые на морских побережьях, уровень океана же вырастет у нас. И с другой стороны, вечная мерзлота, да, будет таять, реки будут, по всей видимости, на более высоком уровне находиться. Наблюдаемые климатические изменения приведут к выигрышу для кустарников, таких как ивы, например. Да? Соответственно, они тоже будут активно расселяться. Типичные тундры будут замещаться гипоарктическими тундрами со значительным участием ерника, карликовой березки и ив. Возрастет участие злаков и осок в сложении растительных сообществ, а также в связи с тем, что промышленное развитие и населенные пункты будут разрастаться, то разнообразные чужеродные виды будут внедряться в сообщество. А тундровые виды, арктические виды, лишайники, наоборот, будут деградировать. Для типичных арктических обитателей мы будем наблюдать ухудшение условий их места обитания, фрагментация места обитания. В то же самое время синантропные виды и виды, которые выигрывают от появления лесоподобных, так скажем, сообществ, они будут наращивать свою численность. А такие виды, например, как белый медведь, морские млекопитающие, моржи, к примеру, крупные арктические хищники, они будут утрачивать свои позиции, но вот уже сейчас, да, на достаточно жалком состоянии, во всяком случае в Баренцевом регионе, находится популяция полярного медведя. Изменение климатических условий и ландшафтов, оно приведет к изменению путей миграции морских животных. Изменение численности, разнообразия рыб и других водных организмов мы наблюдаем уже сейчас, потому что именно океан, да, пока что берет вот этот весь пресс антропогенных изменений. И
Птицы, соответственно, типичные для тундры, они тоже будут утрачивать свои позиции, а лесные птицы, напротив, будут продвигаться дальше на север. Ну и если вас заинтересовала эта тема, то как бы моя рекомендация отслеживать информацию на сайтах, которые посвящены Арктике, искать публикации. Всемирный фонд дикой природы, БИПАН обладают ресурсами, да, которые можно изучать. Ну, вот есть такая большая ассоциация университетов Арктики, куда входит в том числе и Сыктывкарский государственный университет. Если вы наберете University of Arctic, да, соответственно, вы тоже можете увидеть большое количество коллективов. Но это практически все северные страны, которые занимаются изучением арктических экосистем, отслеживанием тех изменений, которые происходят в Арктике. Ну и мы, с одной стороны, морально готовимся к возможным изменениям, которые там произойдут, и пытаемся сделать хоть что-то для того, чтобы интересную, уникальную биоту арктического региона сохранить. А как мы можем в этом помочь? Ну, в первую очередь, участвовать в научных исследованиях, обращать внимание там, политиков, да, журналистов на то, какие изменения происходят в арктическом регионе, поддерживать существование, функционирование особо охраняемых природных территорий, которые занимаются сохранением определенным, так скажем, образом сдерживать и подталкивать к экологически ответственному поведению компании промышленные, которые работают в этом регионе. Конечно, во многом изменения, которые мы наблюдаем, они являются неизбежными, но тем не менее мы можем к ним подготовиться и какие-то фрагменты хотя бы, да, сохранить этой природы. Пусть в Баренц-регионе, который уже такой достаточно промышленно развитый, эти изменения будут радикальными, но там в Сибири, в Канаде сохранятся экосистемы, которые можно будет посещать, изучать, исследовать и видеть, что из себя представляли когда-то арктические экосистемы. Ну, с другой стороны, конечно, экоактивисты часто преувеличивают драматизм происходящих изменений, я бы сказал, но это не значит, что этих изменений нету. Да, это не, все, что было рассказано, это не произойдет там, в ближайшие десятилетия. Скорее, это перспектива второго половины нашего столетия. Но мы сами должны готовиться к тому, чтобы сохранить уникальную биоту, ландшафты и будущее поколение предупредить и постепенно все-таки снижать свое негативное воздействие на окружающую среду, изобретать новые технологии, которые позволили бы нам уменьшить, например, выброс парниковых газов, уменьшить загрязнение окружающей среды. Ну и я думаю, что в рамках любого направления, на которое вы в будущем, так скажем, пойдете учиться, в том числе в стенах Сыктывкарского государственного университета, вы можете приобщиться, подумать над темой, что ждет наш регион и Арктику в целом в будущем, и как мы можем адаптироваться к тем изменениям интересным, быстрым, с другой стороны, драматичным, которые нас ждут. Спасибо за внимание.